новости. В студии Карина Ланкина. Главные события. В этом году ко Дню учителя Совет старшеклассников возродил традицию проведения в школе Дня самоуправления. В школе прошли выборы президента школьного самоуправления, на ком остановили выбор наши ученики и что нам ожидать в ближайший год. В школе номер 6 города Якутска прошли коммунарские сборы школы автодорожного округа. В День учителя в этом году Совет старшеклассников возродил традицию проведения в школе Дня самоуправления. Идея праздника, заключающаяся в перевоплощении в роль учителя, позволила детям почувствовать всю серьезность профессии и быть более внимательными к своим наставникам. Для некоторых это стало первым опытом общественной деятельности. Преподавал я литературу и алгебру. Все прошло более или менее. Конечно, люди не слушались, но в большинстве все старались понять. Проводила я уроки литературы и ИЗО. Ученики 9-11 классов на один день меняются местами со своими преподавателями и видят школьную жизнь с другой стороны. День самоуправления в школе представлял собой учебный день, в течение которого уроки и внеклассную работу проводили сами учащиеся. Все дети школы занимались по расписанию уроков, утвержденному приказом директора школы на этот день. К подготовке и проведению этого дня ребята отнеслись со всей серьезностью и ответственностью. Великобритания была с самых древних времен такой самой успешной страной, у кого была самая, так скажем, на высшем уровне модернизация. Все знают, что это такое модернизация? Нет. А что можешь пожелать нашим учителям? Могу пожелать единственное терпения с нашими учениками. Могу также пожелать, чтобы в дальнейшем было все хорошо и не подводили сами ученики. Побольше здоровья, чтобы они всегда оставались такими же красивыми, понимающими учителями, любимыми, добрыми. А какие пожелания можешь сказать учителям нашим? Терпение и труда. У них очень тяжелая работа, которая нужна для всех нас. 1 октября в школе прошли выборы президента школьного самоуправления. Было зарегистрировано 3 кандидата. Яковлева Алена, 11 А класс, Крупко Милена, 10 А класс и Алексеев Артем из 10 А класса. Итак, в эфире третья школа. С вами я, ведущий Алеша, и с вами ведущая Ярославна. И сегодня мы познакомились с кандидатом по имени Яковлева Алена, ученица 11 класса, 11 А класса, наша одноклассница. Но мы сегодня будем с ней не исходительны, несмотря на это, то, что мы с ней дружим, так что все вопросы будут серьезные и все будет по-честному. Первый вопрос задаст Ярославна. Итак, Алена, вы в своей программе упомянули про школьную валюту. Как вы считаете, актуально ли это и вызовет ли это интерес у всех людей? Ну и таким образом дети получают не только школьную валюту как игру, но и стимул учиться. Итак, каверзный вопрос. Допустим, ты идешь по школе, и ты нашла 1000 рублей. Что ты с ними сделаешь? Ну, во-первых, я заберу их себе. Потому что, нашла я 1000 рублей, что я с ней сделаю? Пойду к охранникам, скажу, кто-то потерял 1000 рублей, кто? И дети же, кто угодно может взять эту 1000 и себе забрать. Где гарантии того? Но если я найду человека, который потерял эту 1000 случайным способом, типа человек ко мне подошел такой, я потерял 1000, конечно же, я ему отдам. До конца дня 1000 будет лежать у меня. Если я где-то услышу или увижу, что человек ее потерял, я эти деньги ему отдам. Но в ином случае я их заберу себе. Ему вопросы. Первый каверзный вопрос задаст Ярославна. Итак, у меня будет серьезный вопрос. Как вы оцениваете свои шансы стать президентом школы? Ну, во-первых, шанс довольно, так скажем, высоки, я считаю, потому что людей надо заинтересовывать, чтобы набрать на себя любителей, кто захочет именно за меня проголосовать. Я считаю, что они довольно высоки, потому что я заинтересовал людей. И вот хотелось бы узнать насчет твоей программы, там просто микрофон было не очень слышно. У тебя была программа, по-моему, типа, что будут разрешены опоздания для детей в школе, опаздывать в школу. Как-то не будет разрешено, но просто если это первое опоздание человека, он, может, проспал или в автобусе что-то, чтобы учителя его не сильно за это ругали. Как бы.
бывают же моменты, когда типа опаздываешь и начинают прям ругать. Почему так опаздываешь? Большой класс уже, надо быть более успеваемым. Ну, если уже не виноват, то что, например, автобус сломался или, может, не успел чутка уснуть. А что если ребенок будет опаздывать прям на регулярной основе? Если он до этого опаздывал прям регулярно, и вот опять опоздал, и он может сказать, это мое первое опоздание, мне можно. По программе президента разрешено. Если так будет продолжаться, то я напишу сначала то, что опоздания будут разрешены, если они будут единичными, а если, например, человек прогуливает уроки на постоянной основе, будут проводиться собрания в классе со мной и с учителями, педагогами. И не будем там просто ссориться, а просто будем говорить, почему опаздываешь, почему так происходит, и все. То есть будем обсуждать проблему. Как вы оцениваете свои шансы стать президентом школы? Меня затопили очень сильно, так что вряд ли я смогу победить. Давайте будем объективными. А затопили в каком плане? В плане вопросов это прям очень сильно. Честно скажу, Алена самый такой высший соперник, как по мне. То есть вы обесцениваете своего второго оппонента? Артем, за него будут голосовать многие его друзья, из-за этого он будет на втором месте после Алены. Если все же он сможет победить, то, думаю, будет очень интересно. Раз, два. Итак, с вами, как всегда, Миронов Алексей. И Гулевец Ярославовна. Ученики. 11 А класса, самого лучшего класса в нашей школе. Самые лучшие ведущие. Итак, мы поговорили со всеми тремя кандидатами, и мы можем делать общие выводы. В свою очередь хотелось бы благодарить наших кандидатов за честность, за искренность, за адекватную оценку своих возможностей. Это самое главное. Они не строили облачных замков и не говорили, что мы перенесем нашу школу в Америку и будет куча... Да, вырежьте. Вот. Они обещали то, что они технически могли сами выполнить. И это очень хорошо. Да, я действительно соглашусь с моей оппоненткой, нет, вырежьте, с моей соведущей Ярославной, потому что ее слова были максимально честные и искренние. Но от себя я бы хотел добавить то, что я для себя сделал мини-вывод и предложу вам голосовать, при каких условиях нужно. При условии, когда вы хотите, если наша школа больше коллаборировать с другими школами, то есть были смешаны какие-либо мероприятия, соревнования, то, как мы поняли, у Алены есть загруженность в этом плане. То есть у нее в планах, у нее также есть связи, то есть я ей помогу связаться с другими президентами, организовать все мероприятия с другими школами. Также у нее есть еще и внутренние школы, то есть больше каких-либо дискотек, тематических традиций. Так что в этом плане она универсальна. Чего, к сожалению, не сказать о других двух кандидатах, но это неплохо, потому что у них больше идет акцент к внутришкольным мероприятиям, то есть Что тоже очень хорошо. Что тоже очень хорошо, да. Наша школа нуждается в различном развитии, не меньше, чем в глобальном развитии, да. Так что мы считаем, что у всех кандидатов действительно равные возможности, нет никаких вертикальных, как говорила наша любимая учительница Чая Михайловна, вертикальных уровней. Так что, думаю, у всех все получится, и мы желаем им больших побед и удачи! По итогам голосования, набрав 86 голосов, уверенную победу одержала Яковлева Алена. Алексеев Артем набрал 62 голоса, Крупко Милена – 18 голосов. Явка составила 69% от общего числа избирателей. 9 команд из школ автодорожного округа встретились на коммунарских сборах в школе номер 6 города Якутска. Вожатые из российского движения школьников организовали для участников игры по станциям. Все станции были ориентированы на сплочение команд. Добрый день, с вами новости третьей школы. Меня зовут Ламкина Карина, и сегодня мы находимся в школе номер 6 на открытии коммунарских сборов в честь дня рождения РТШ. Пойдемте посмотрим, как проходит сегодняшний день. Участника Российского движения школьников, Единого детского движения «Стремление». Добрый день, сегодня такое значимое мероприятие. Расскажите, пожалуйста, как вы готовились к этому дню?
Ну, мы к этому дню начали готовиться уже как месяц. Да. Изначально мы планировали именно в день рождения Ардыша, именно 29-го начать, да, позвать, то есть, всех на коммунарские сборы. Согласно правилам, всю нашу школу разделили по разным отрядам. Я в первом отряде. Я в 7-м. И далее у нас происходило отрядное время. Мы знакомились, снежный ком, всякие разные игры на сплочение и визитку подготавливали. Номер 3 города Якутска. Есть? Спасибо. Я познакомилась уже со своими вожатыми. Они мне кажутся очень интересными, они очень веселые и добрые. У него пока хорошо получается. Спасибо вам всем, ребята, что сегодня подошли. Сейчас о погоде. Прошедшая ночь в Якутске стала самой холодной с начала осени. Температура в столице упала до минус 8 градусов. Дневная температура будет держаться на уровне минус 3, минус 4 градусов. Когда в Якутии придут настоящие морозы и как работает местное управление мониторинга окружающей среды, расскажет начальник отдела метеорологических и агропрогнозов Якутского УГМС, потомственный синоптик Саргалана Никитина. Значит, наш отдел занимается прогнозированием погоды, составляем прогнозы погоды на ближайшие 3 суток и делаем консультации на неделю и на 10 дней. У нас по республике всего есть 99 метеорологических станций. Они каждые 3 часа, значит, там есть метеорологи-наблюдатели, они выходят, значит, на метеоплощадку и наблюдают за погодой. Эту информацию они кодируют, вот, и отправляют в виде телеграммы. Она у нас на компьютере уже обрабатывается и выходит в виде синоптической наноски вот на карту. Зная вот эту карту, каждые 3 часа она у нас обновляется. Все у нас работа на компьютере получается, да? И оперативненько мы смотрим уже, где какая температура. Карта у меня привычная, поэтому я могу уже сказать, да, что температура в Якутске минус 4,3, в Намцах минус 5, да, допустим, какой-нибудь в Ленске минус 0,2 градуса. Температура, давление, вид облачности, направление ветра, то есть какая погода в каждой этой метеостанции, да, на 99 станциях, как бы синоптик видит и уже смотрит, где идут снег, допустим, да, какие-то явления. Немножко еще расскажу про как делается прогноз, да. Про фактическую погоду мы увидим вот то, что наблюдатели отметили, да, и отправили нам телеграмму, мы на компьютере видим. Сюда же входит аэрологическое зондирование фактическое. У нас есть 15 аэрологических станций, да. Они 2 раза в сутки выпускают аэрологический зонд. Это шарик, значит, там привязан сам зонд. По мере поднимания шара он измеряет температуру, давление, влажность и скорость ветра. То есть пока она поднимается, измеряет вот эти параметры. То есть мы знаем, на какой высоте, какая температура и какое давление. Это очень важно. Значит, это прогноз на сегодня вечер, да. Вот он, допустим, циклон. Видно, да, его? Самое низкое давление, он раскрученный. Этот циклон у нас по прогнозу будет смещаться на север, на Чукотку. В Колымских районах ожидается снег, порывистый ветер, порывами до 15-20 метров в секунду с метелями.